последние годы Эмомали Рахмон начал позиционировать Таджикистан как страну с широкими международными связями, а себя как политическую фигуру мирового уровня. Это проявляется как в совершенно неуместных заявлениях Рахмона на геополитические темы, так и в совершенно ничего не значащих, но преподносимых как значительные связях, которые устанавливает Таджикистан с различными странами. Так, например, 19 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Рахмон с трибуны ООН в своем выступлении сделал несколько нескромных заявлений относительно международных проблем, и в том числе касательно северокорейского кризиса. Тоджикистан ҳалли қазияи Ҷумҳурии Халқи Демократии Кореяро дар идомаи музокироти созанда танҳо бо роҳҳои сулҳомез ва дар доираи иҷрои صادقانه قطعنامه‌های دخلدار شورای امنیت سازمان ملل می‌بیند. С очень серьезным лицом заявил он, будто бы его мнение играет в данном вопросе хоть какую-то роль. Также он сказал: «Таджикистан яке аз 43 кишвари ҷаҳон мебошад ки моҳи июли соли ҷорӣ ҳисоботи ихтиёрии миллии худро дар шаҳри Нью-Йорк дар чаҳорчӯбаи форуми сатҳи баланди сиёсӣ оид ба рушди устувор муаррифӣ намуд. Расо 2 сол пеш мо созишномаи Париж оид ба иқлимро қабул намудем ки ҳадафу мақсадҳояш фарогир буда роҳҳои асосии талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисодиёти камкарбон муайян месозад. вақти он расидааст ки мо аз гуфтугӯ ба амал гузарем ва дар пиёдасозии ҳадафҳои созишномаи Париж саҳм гузорем. комёбӣ дар амалҳои муштарак ҷиҳати пешгирӣ ва ҳалли низоъҳо ҷустуҷӯи роҳҳои сулҳомези рафъи буҳрону ихтилофот пеш аз ҳама бо истифодаи самараноки дипломатияи боздоранда ва фаъолияти миёнаравӣ вобастагӣ дорад. То есть в своем выступлении Рахмон позиционировал себя так, будто бы он является лидером одной из сверхдержав, чье мнение в международных вопросах является, если не решающим, то хотя бы весомым. А это, как мы знаем, совершенно не так. — 7 сентября 2017 года пресс-служба президента Таджикистана сообщила о телефонном разговоре между Рахмоном и Реджеп Таyyip Эрдоганом. При обсуждении международной проблематики главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с ситуацией, возникшей по отношению к мусульманской общине в Мьянме, говорилось в сообщении. То есть Рахмон решил не отставать от некоторых правителей в мусульманских странах и тоже неожиданно обеспокоился ситуацией в Мьянме. 5 сентября 2017 года пресс-служба Рахмона также сообщила о ряде встреч президента на полях саммита БРИКС с главами Египта, Бразилии, Соединенных Штатов, Мексики, Гвинеи, Южноафриканской Республики, Таиланда и Индии. В ходе этих конструктивных встреч с главами названных стран рассматривал вопросы расширения сотрудничества в сферах политики, различных секторах экономики, торговли, культуры, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере, а также другие интересующие сторон вопросы. Энергии в мировом масштабе. После прочтения подобного сообщения может сложиться мнение, будто Рахмон является чуть ли не ключевой фигурой и самым популярным главой государства на саммите. Кроме того, в последние годы можно наблюдать, как власти Таджикистана устанавливают абсолютно формальные связи с различными странами, громко трубя об этом и преподнося это как развитие страны в сфере международных отношений. Так, например, 28 сентября министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзада встретился в Пекине с министром внутренних дел Молдовы Александром Жизданом, обсудив сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом. Какие могут быть общие дела у Таджикистана и Молдовы в сфере борьбы с терроризмом, остается большой загадкой. В 2013 году таджикские власти объявили об историческом прорыве Таджикистана в Африку. Эмомали Рахмон встретился в Душанбе с премьер-министром Мозамбика Альберто Клементино Антонио Ваквина.
после чего между Таджикистаном и Мозамбиком были установлены дипломатические отношения. В декабре 2016 года Рахмон в своем послании к парламенту заявил следующее. و تطبیق طرح‌های عظیم منطقوی از جانب شریکان بین المللی پشتیبانی یافته‌اند. جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت تشبثکار و پیشرفت فعال حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده با ثمر ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. صبح امروز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب پیتر تانسون به نام رهبر دولت و مردم تاجیکستان برقه تبریکی ارسال کرد و من نیز مردم شریف تاجیکستان و جامعه بین المللی را به مناسبت قبول این تشبث مهم صمیمانه تبریک می‌گویم. Возникает вопрос, на самом ли деле Рахмон стал международным игроком? Действительно ли Таджикистан, являющийся самой бедной страной в Центральноазиатском регионе, население которой прозябает в нищете, госдолг которой составляет 40% от ВВП, страной, которая для пополнения бюджета ежегодно получает помощь от десятков стран мира, в том числе и от раздираемого войной Афганистана, поднялся до уровня государства, которое озабочено международными проблемами. Если это не так, тогда чем же объяснить поведение Рахмона? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, следует взглянуть на политическое и экономическое положение Таджикистана. Для того, чтобы охарактеризовать политический статус Таджикистана, его нужно классифицировать с точки зрения его положения в международной политике. Как известно, все страны в мире делятся на государство-лидер, государство-сюзерен, имеющее своих сателлитов и подчиненных, независимое государство, его внешняя и внутренняя политика полностью независима, государство-сателлит, внешняя политика которого подвержена влиянию сюзерена, но внутренняя политика независима, подчиненное государство, внешняя и внутренняя политика которого подчинена сюзерену. Очевидно, что Таджикистан относится к категории зависимых государств, в данном случае зависимость имеется от России. И не просто зависимость, уместно поставить вопрос о наличии у Таджикистана истинного суверенитета, ведь Россия сохраняет свои крупные военные объекты в Таджикистане, в том числе в Душанбе, то есть в столице государства. Памирский участок государственной границы Таджикистана с Афганистаном до 2004 года охранялся российскими пограничниками, хотя формально и был передан под контроль Таджикистана. Тем не менее, в стране до сих пор остается оперативная группа пограничной службы ФСБ России и имеются российские военные советники при каждом из погранотрядов. Более того, Таджикистан зависим от России еще и экономически, ведь более миллиона, 12% от всего населения страны, граждан Таджикистана постоянно находятся в России в трудовой миграции. И эта миграция оказывается буквально спасением для народа, который живет за счет денежных переводов из России, которые составляют до половины ВВП Таджикистана. Соответственно, тема трудовых мигрантов становится весьма чувствительным рычагом политического давления на Рахмона, который довел богатый на ресурсы Таджикистан до ситуации, когда населению приходится покидать свою страну и отправляться на заработки за границу, занимаясь низкоквалифицированным трудом в России. В каком же состоянии находится экономика Таджикистана? Можно ли сказать, что Рахмон навел порядок в стране до той степени, что теперь он активно занимается международными проблемами? Таджикистан является самой бедной страной среди стран СНГ. В 2016 году
Он занял в рейтинге «Самые богатые страны мира» The Richest Countries in the World 153 место из 185 возможных с размером ВВП на душу населения чуть больше $2,8 тысяч. В 2017 году американское финансовое издание Global Finance составило рейтинг «Самые богатые и бедные страны мира» The World's Richest and Poorest Countries, в котором назвало Таджикистан в числе 33 беднейших стран мира вместе с Центральноафриканской Республикой, Демократической Республикой Конго, Малави и Бурунди. В 2016 году доклад Всемирного банка по Таджикистану показал, что за чертой бедности живут более 31% населения. Средняя зарплата в Таджикистане $85 США, средняя пенсия $20. Газ нест, плита помепазе, алкотоя. По сегодняшний день в стране практически абсолютно отсутствует газ. До сих пор имеется множество населенных пунктов, куда не дошло электричество. По данным Всемирного банка, только 57% городских домохозяйств имеют доступ к безопасной воде. Этот аспект для сельских домохозяйств составляет 31%. В период 2014-2017 годов стоимость на электроэнергию повысилась более чем на 50%, с 11 дирхамов до 16,85 дирхамов. В системе образования прослеживается нехватка учителей, учебных пособий и ученических мест. Когда стало очевидным плачевное положение Таджикистана, с экономической и политической точек зрения возникает вполне резонный вопрос. Как же тогда объяснить поведение Рахмона, который исполняет на публике роль воротилы международной политики? На самом деле ответ на данный вопрос как раз и кроется в плачевном экономическом и подчиненном политическом положении страны. Дело в том, что экономическая ситуация в Таджикистане становится хуже с каждым годом, что не может не поставить под угрозу само существование режима Рахмона. По данным Центрального банка РФ, объем денежных переводов из России в Таджикистан за 2015 год сократился втрое. Национальный банк Таджикистана заявляет, что общий объем денежных переводов в республику в долларовом эквиваленте сократился на 33,3%. А это, в свою очередь, означает, что в Таджикистан хлынули потоки трудоспособных мужчин, возвращающихся из России, работа в которой из-за экономического кризиса потеряла смысл. یک روزی کاری میرم مثال 30-40 کار میکنم یک ماه دیگه میام بیکار خوب میکنم همینجا کار ندارم جای کار نیست حاضی اومدیم اینا اگه باورن با امرا داشتم وقتی میگن نیست جای کار نیست میرای کار میکنی چی میکنی نمیو. И чем хуже обстоят дела в стране, тем больше народ проявляет недовольство режимом. حکمت شهر آمدن ایست کردن اوست کردن فاند فریب کردن اینا جو وعدم دادن همه خلق سرزن سرگردونه حضوری. Ситуация для Рахмона обостряется еще и тем, что Таджикистан имеет самые быстрые среди стран Центральной Азии темпы возрождения исламского сознания в народе. А это несет вместе с собой и рост политической сознательности мусульманского населения, которое не будет мириться с секуляристом-коррупционером, продавшим страну колонизаторам. В связи с этим Рахмон в последние годы проявляет невероятную активность, реализуя комплекс мер по сохранению режима. Среди этих мер и нейтрализация оппозиции в лице ПИФТ, и поголовные аресты исламских проповедников и имамов, и объявление войны исламским атрибутам, и насаждение патриотизма и национализма, и массовое внедрение западных ценностей, и пропаганда культа личности президента. Так вот, одним из столпов данной политики является изображение невероятных успехов на международной арене. На самом деле Рахмон отчасти всего лишь повторяет советский опыт, когда псевдодостижения СССР в международной политике, экономике и спорте являлись важным инструментом одурачивания населения.
Таким образом, становится ясно, что итоговые зрители этого спектакля, который разыгрывает Рахмон и его пресс-служба, сам народ, который по замыслу постановщика должен забыть все унижения и невзгоды жизни, радуясь за так называемые успехи своей родины на международной арене. То есть Рахмон просто-напросто отвлекает народ Таджикистана от реальных проблем, стоящих перед ним. Образ Рахмона, международного игрока, является фальшивым. На самом деле во всем мире его рассматривают не иначе, как престарелого узурпатора-попрошайку, который ездит по разным странам и клянчит деньги, пугая всех исламским взрывом в Центральной Азии в случае падения его режима.